Бзееква, даҽазынакгьы аԥсуа телехәаԥшра иацнаҵоит Аԥсны жәлар саҭамыз Аԥсны жәлар реизарахь депутатразы акандидатцәа злахәу ишиаша ицо адырраҭара. Уажәы ҳара ҳастудиаҿы иҟоуп Аҟәатәи аԥшьбатәи алхырҭатә ҭыԥ хада аҟынтәи акандидатцәа, ҳаҭыр зқәу ателехәаԥшцәа, ари алхырҭатә ҭыԥаҿы иҟоуп ааҩык акандидатцәа, аха иахьа ҳара ҳастудиахь иааит фҩык, бзиала шәаабеит ҳаҭыр зқәу акандидатцәа. Ҳара ҳаԥҟарақәа инарықәыршәаны, уажәы шәызегьы ҩба минуҭ шәоуеит, абраҟа ианылоит асааҭ, шәара алхаҩцәа рахь шәхынырханы иркьаҿны иҟоу шәпрограммоума, шәара ишышәҭаху шәхы иашәырхәо шәылшот шәаамҭа, саҭамыз зегь раԥхьаӡа иргыланы, зегьы шәыхьӡқәа сҳәоит, нас иацаҳҵоит ҳдырраҭара. Рыштуни Ерик Сагател-иԥа далгеит Урыстәылатәи асоциалтә университет занааҭла дзиндариуп. Аҟәатәи ақалақьтәи еизара депутатс дыҟан, иара убас ҩнызқьи жәафтәи ашықәсқәа рзы Аԥсны Аҳәынҭқарра астандарт агәаҭаратә комитет анапхгаҩыс дыҟан, ҭаацәараӡам. Кочара Роман Сергеи-иԥа Ҟәбантәи Аҳәынҭқарратә университет жәларбжьаратәи аизыҟазаашьа аҟәша далгеит. Абизнес инапалакуп, Аԥсны анаплакҩцәа рассоциациа хантаҩыс дамоуп, ҭаацәароуп, димоуп апа. Аиба Баҭал Едуард-иԥа далгеит Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә университет аекономика факультет, Санкт-Петербург аспирантура далгеит, уи азанааҭ ала аус иуеит Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә университетаҿ аекономикатә факультет акафедраҿы арҵаҩыс. Ҩнызқьи бжь-шықәса инаркны анаплакҩы иаҳасабалагьы аус иуеит, ҭаацәароуп, ҩыџьа ахшара драбуп. Чыргба Вячеслав Андреи-иԥа занааҭла дбызшәадыриуп, Москва анаукақәа ракадемиатәу абызшәадырратә институт аспирантура далгахьеит, ихьчеит Кавказтәи абызшәақәа рзанааҭ ала акандидат диссертациа, уи анаҩсан ихьчеит адоктор диссертациа аԥсуа дыга бызшәақәа ржәытә ҭоурых атемала. Аԥсны адныҟатәи аусқәа рминистрс дыҟан, аус иуеит иара убас аԥсуа ҭҵааратә институтаҿы, ҭаацәароуп, хҩык ахшара драбуп. Цнареи Беслан Константин-иԥа далгеит Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә университет аекономист, изанааҭ ала аус иуан, Аҟәа ақалақь администрациаҿы аекономикеи азԥхьагәаҭареи аҟәша аиҳабыс. Ҩнызқьи жәаҩа шықәса инаркны иахьа уажәраанӡа жәлар реизара депутатс дыҟоуп, иусура инаваргыланы Аԥсны Аҳәынҭқарра Доминоза Федерациа напхгара аиҭоит. Аԥсны Аџьынџьтәылатәи аибашьра далахәын, ҭаацәароуп, хҩык ахшара драбуп. Агәма Ераст Рамзан-иԥа далгеит Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә университет аҭоурыхи азини азанааҭ ала. Ҩнызқьи фб-ааби ашықәсқәа рзы аҿар рхеидгыла Аԥсныҿы Аҟәатәи аҟәша хантаҩыс дыҟан, аҵара иҵоит аԥсуа ҭҵааратә институт аспирант иаҳасаб ала. Ҩнызқьи жәиԥшь шықәса инаркны Аҳәынҭқарра астандарт агәаҭаратә комитет анапхгаҩы хаҭыԥуаҩыс дыҟоуп, ҭаацәароуп, ҩыџьа ахшара драбуп. Ҳаҭыр зқәу акандидатцәа, уажәшьҭа ҳаналагоз ишшәасҳәаз еиԥш, ҩба минуҭ шәымоуп. Ерик Рыштуни. Хәылбзиақәа ҳаҭыр зқәу ателехәаԥшцәа, ҳаҭыр зқәу астудиа асасцәа. Азин сышәҭазар уахатәи сықәгылара иацысҵоит урыс бызшәала, избанзар ҳахәаԥшцәа реиҳараҩык милаҭ рацәала ишьақәгылоуп. Бараевӡес. Добрый вечер, дорогие телезрители и гости студии. Начнем с того, почему я решил идти в Народное собрание Республики Абхазия. Несмотря на возраст, у меня имеется опыт работы в Сухумском городском собрании, в исполнительной власти в качестве председателя Госстандарта Республики Абхазия. И это придает мне уверенность, что мои знания и опыт будут востребованы в новом составе парламента Абхазии. Считаю, что назрела необходимость изменить общественно-политическую ситуацию, сложившуюся в нашей республике. Все ветви власти, партии и общественно-политические организации должны объединить усилия для достижения общей цели – процветания нашего государства в целом и каждого гражданина. Для этого необходимо обеспечить реальное равенство всех граждан перед законом, в том числе и депутатов Народного собрания парламента Республики Абхазия. В первую очередь стоит не забывать, что задача депутата – это активное участие в законотворческом процессе. Сегодня мы часто сталкиваемся с тем, что некоторые принятые законы остаются только на бумаге. В последующем они не исполняются.
Законы должны приниматься в тесном сотрудничестве с представителями экспертного сообщества и исполнительной власти. Именно они участвуют в последующем претворении этих законов в жизнь. Для развития экономики следует предпринять усилия для привлечения инвестиций, а для этого необходимы гарантии безопасности как для инвестора, так и для его капитала. Малый бизнес нуждается в поддержке. Необходимо принятие законов, которые обеспечат малый бизнес налоговыми льготами и доступными банковскими кредитами. Считаю, что государство в большом и неоплатном долгу перед ветеранами и инвалидами Отечественной войны, народа Абхазии. Если возможно будет, да, немножечко буквально. Семьями погибших, а также перед нашими старшими. Необходимы новые законы по их социальной защите. Меня, как представителя молодого поколения, волнуют вопросы молодежной политики. Мой отец в молодом возрасте отдал жизнь за свободу и независимость нашей страны. Вопросы патриотического воспитания должны быть на первом месте. Слова о любви к родине не должны быть пустым звуком. Роман Сергеевна. Добрый вечер. Я считаю, что общество должно принимать более активное участие в управлении государством. Поэтому одной из моих первых инициатив в парламенте это будет принятие закона об отзыве депутата, не оправдавшего доверие избирателей. Нам нужно вернуть реальную власть органам самоуправления и повысить их ответственность перед населением. Должен быть принят закон о выборах глав администраций городов и районов, чтобы они были подотчетны своим жителям. Только когда мы, народ, начнем выбирать их сами, они будут считаться с нашими интересами. Наполняемость госбюджета напрямую во многом зависит от успешной работы предпринимателей. Имея опыт в разработке 3 законопроектов в этой области, я собираюсь продолжить эту работу и в парламенте. Только грамотные законы позволят нам создавать новые рабочие места, платить полноценные налоги, позволяющие государству осуществлять необходимые социальные программы. Моя общественная деятельность, которая велась в течение года и была направлена на решение социально значимых вопросов, будет продолжена и впредь. В связи с этим планируется мною открытие общественной приемной. Спасибо. Батал. Эдуард Депа. Ишиздру эпш март жир зиме пусвита парламента халхрака. Рехунд кара ашакургулара азиха дусу. Уи нахагдзару. Апсуахунд кара аргоразы хазик ахдырра арпшны халхрак тупкорах хнеру. Яхатпих тагыла зааща марядзам ава дайрока хархысырцазы хайдгылан алхар тупкорах хнеру. С вашего позволения, 2 слова добавлю еще на русском. Выборы 12 марта – это не просто выборы. Мы выбираем то, как будем жить и как будет развиваться наша страна в ближайшие 5 лет. И поэтому нам надо отнестись к этому с большой ответственностью. Даже если вы никому не верите и никого не доверяете, моя большая просьба прийти в день выборов и сделать так, чтобы ваш голос был заложен фундаментом для строительства нашего большого государства. Только порядок в государстве и развитие экономики способны сделать нашу жизнь легче. А наши дети станут счастливее. Поэтому убедительно прошу всех вас принять свою активную гражданскую позицию и прийти на выборы 12 марта. Не упустите возможность напрямую управлять государством. Спасибо за внимание. Итабов, Вячеслав Андрей Па. Клуб Зековицша. Добрый вечер, уважаемые сограждане. Я Вячеслав Черикба. Последние 5 лет, как было сказано, служу в Министерстве иностранных дел. Я впервые баллотируюсь в депутаты парламента. Насколько я понимаю, работа депутата состоит из 2 измерений. Первое – это работа с избирателями, с их запросами, их наказами. А вторая работа политическая, принятие законов, которые важны для развития страны. Моя политическая программа, вот я разбил ее для удобства на 6 блоков. Просто зачитаю, поскольку мало времени, зачитаю главные, на что я буду обращать внимание, если буду
удостоен такой чести быть избранным в парламент. Первый блок – социальная защита здоровья нации, касается также инвалидов, кстати, о их трудоустройстве, закон о трудоустройстве людей с ограниченными возможностями. Второе – качественное образование как ключ к будущему, это очень важная проблема образования. Третье – принятие антикоррупционного законодательства, что очень остро стоит перед нашим обществом. Четвертое – демографическая политика. Демография в ужасном состоянии, надо принимать решительные меры, пока ничего не делается, надо принимать программы по изменению ситуации к лучшему. Пятый блок – укрепление позиции государственного языка. Тема заболтана, но реального продвижения вперед нет. У меня есть программа сохранения абхазского языка и укрепления его позиций, даже я книгу по этому поводу опубликовал. Вот. И, наконец, последний блок, который я считаю очень важным, это реформа политической системы Республики Абхазия. Та модель, которую мы вообще построили за последние 20 с чем-то лет, она себя в большой степени исчерпала. Нужно произвести необходимые реформы для того, чтобы привести ее в соответствие с современными потребностями. Поскольку мало времени, я не могу уделить время деталям, тем не менее, это касается роли президента в нашем обществе, касается роли власти и оппозиции, и о их совместном управлении страной. Это касается срока президентского, я считаю, там тоже необходимые изменения привести нужно, и касается ценза возрастного для кандидатов в депутаты в парламент. Чудесно. Беслан Константин Ипа. Джерафимаз хатырску вахапе эфир яхопсу ялаху хулбзия хатырску алхича. Дорогие избиратели, пенсионеры, учителя, студенты, врачи, бизнесмены, домохозяйки, друзья, коллеги. За последние четверть века наш многонациональный народ преодолел огромные трудности, выиграл войну с неравным противником, выстоял в жестокой блокаде, добился международного признания нашей государственности. И тем не менее груз проблем, стоящих перед нашим народом и государством, велик. Неудивительно и то, что наши граждане настроены на более быстрые темпы развития и улучшения качества жизни. Есть проблемы, конечно, о которых здесь говорили выше мои коллеги, которые требуют пристального такого разрешения и внимания, ибо они бьют по будущему нашей страны. Я их перечислять не буду, повторяться не буду. Решать их, конечно, не просто, сложно, но возможно. Для этого нужна, на мой взгляд, политическая воля, поддержка гражданского общества и выверенные законы. Воспитанный в семье офицера, ветерана Отечественной войны, я никогда не был в стороне от процессов, которые происходят в нашей республике в разные периоды. Участвовал в Отечественной войне в Абхазии, в тяжелые послевоенные годы в должности руководителя экономического управления администрации города Сухум способствовал становлению экономической жизни нашей столицы. 5 лет назад жители округа, в котором я родился и вырос, доверили мне быть представителем в главном законодательном органе страны. Это было для меня одновременно и большой честью, и огромной ответственностью. Всегда в своих решениях и поступках я был честен и не шел на сделки с совестью. И я это делал исходя из того, что я тоже один из вас, который хочет жить в нормальной стране, где уютно было бы всем ее гражданам. И сейчас, если вы вновь доверите мне быть вашим представителем в парламенте Республики Абхазия, я обещаю, что я использую я использую весь свой жизненный и профессиональный опыт для разрешения тех проблем, которые стоят в нашем обществе. Будем компенсировать за счет господина Качарава. Эраст Рамзан Ипа. Уважаемые избиратели, после окончания Отечественной войны народа Абхазии начался новый этап становления независимого абхазского государства. В ноябре 1994 года парламент республики принял конституцию с сильной президентской формой государственного управления. И надо отметить, что данная модель тогда полностью отвечала тем вызовам и реалиям, с которыми столкнулось наше общество. Абхазия нуждалась в сильном и авторитетном лидере, с жестким вертикальным управлением в условиях последствий разрушительной войны, экономической блокады, а также непрекращающихся диверсий в восточных районах Абхазии. Этот первый, тяжелейший этап становления нашей республики был пройден. После признания Абхазии Российской Федерации и ряда других стран начался новый этап становления нашей государственности. Пришло время для спокойной работы, но только в условиях стабильности и сплоченности в обществе. Сегодня, спустя время,
становится все очевиднее, что существующая модель государственного управления, принятая в 1994 году, дает ощутимый сбой. И это видно из-за политической нестабильности в нашем обществе, связанной в первую очередь с президентскими выборными процессами, после которых народ все больше становится разобщен. Убежден, что данная модель управления не дает нам в полной мере двигаться вперед, поскольку уже не соответствует нынешним реалиям. Во многом благодаря данной системе не решаются должным образом элементарные вопросы, которые волнуют наш народ. Абсолютно очевидно, что законодательство нашей республики требует совершенствования во всех сферах жизнедеятельности нашего государства, но в первую очередь, на мой взгляд, именно в сфере государственного управления. Уверен, что только новая, эффективная модель управления государством, основанная на паритете и принципах сдержек и противовесов, позволит нам сделать шаг вперед, когда начнет работать система, а значит закон. Спасибо за внимание. Это был уже дыры пиахтан цейт, тыча шумтакашты яцахцойт. حترزقوا تيلي خبشتشا ياتسحتوي تحضر تري شغالا سرشوت وخا راح استوديو تي شغل اقطي ابشتي الخر تطبخ دقنتي كانديداتشا ارغا يكلو بايك ورتراخنتي يا استوديو خيايت فيك كانديداتشا حترزقوا كانديداتشا سكويانا قوت حضر ترى فشروخ بشخازر يشدرويت ابراقي تو زارف تغنر تاك اقصر ام تشايز زيغراسك يريك رشتوني دايز بوجيس شوت Азара тугар, уравай гунгиугулу. И маншаладзам, и раст. Бичо. Яртну ахуш. И бзиуп, а уитвиса изинква рыхчара. Абасахцуп вчера еще узазара, Итик Фершеха Зара Сумов из Банзер Ара, а экономика бзиен из дыру, политика чапыша змошику пишул шозер яр, кяшна чукуиш панаго, хара ауапис резинку рых через ауи, далар хоть дырует, омбудсмен рхот, ауа резинку ирсуне лагома псным, уякара и баргума брез Зара, чукуиш панаго, яр кяшна так аж цозер. Беслан Константин и Пауэра у депутатов, а так ауцаров. Ну, нас еще И все пшалага нас Эрик, угуш панагу. По младшинству, думаю, предоставлялось. Не теряйте время. Со старшего начнем. Драгоценное телевизионное время. Я два слова, наверное, скажу тогда, раз такая возможность, друг другу уступаем. Меня все-таки интересует проблема, вот у нас так сложилось, что самосуд, к сожалению, в нашем обществе, вот такие явления, как самосуд, мы же видим, что права граждан именно вот настолько агрессия стала каждодневной, что правосудие, к сожалению, не всегда справляется с этим. Вот буквально недавно на таких общественных началах и должность учредили, ну, насколько мне известно... Она была ранее тоже. Ну, просто при президенте это При было. президенте, да, А немного разделили, да, и наделили формальными полномочиями. К сожалению, я, насколько информирован, до сих пор нет определенного бюджета, нет стратегии и нет возможности реагировать оперативно на происходящее. Спасибо за вашу позицию. Депутат парламента будущий, что может сделать для того, чтобы этот институт заработал? Пожалуйста, кто желает? Вот именно. Это что же немаловажный институт? Да? Беслан, Константин Ипа, Угуянов? Если вообще говорить о правах человека, то помимо права там, на учебу, на все остальные дела, конечно, то, что сегодня реально у нас в стране происходит, даже исходя из ситуации, как бы, если смотреть, я думаю, не все в этом деле благополучно. Ну, на первый взгляд, вот на первое, что мне приходит на мысль первая приходящая мне, значит, связана с этим вопросом, это размер, минимального размера оплаты труда в месяц. Вообще в любом нормальном государстве этот размер, на мой взгляд,
не должен быть меньше, чем прожиточный минимум. То есть? То есть, если в этом случае человек, размер минимальной оплаты труда меньше, чем прожиточный минимум, это есть прямое нарушение прав человека. Поэтому в этом смысле, конечно, нам очень надо напрячься, и несмотря на сложности, которые в экономике у нас происходят, мне кажется, вот этому вопросу надо уделить особое внимание и постараться его довести до нужного уровня. Второй момент, еще я хочу сказать. Второй момент пенсии. Сегодня, была до этого пенсия абхазская 500 рублей. Сегодня хотя бы для тех граждан, которые не имеют гражданства Российской Федерации, не получают пенсию другого государства, хотя бы для них подняли сегодня пенсию до уровня 1500 рублей. Но я считаю, что и этого тоже сегодня недостаточно. Я думаю, назрело проведение пенсионной реформы для того, чтобы государство могло, в зависимости от стажа работы человека, когда он выходит на пенсию, выплачивать ему пенсию по его, в соответствии с его доходами, которые были во время его жизни. Какие-то отчисления все равно в эти фонды производились, пенсионный фонд, исходя из этого. И это один из признаков того, что государство берет ответственность за своих граждан на протяжении всей его жизни. Я думаю, это тоже был бы такой очень немаловажный фактор. Получается, все время наши права нарушены, что мы мало зарабатываем. По сути, снисходительно и наше население относится к этим проблемам, которые существуют в нашем обществе, понимая, что достаточно у нас уязвимое общество с малыми ресурсами. И табу Беслан Константин и Павел Вячеслав Андрей Паврез зараз якраз у цьому. Много было правильно сказано, я согласен со многим. Невозможно говорить о правах человека, если у пенсионера пенсия намного ниже прожиточного минимума. И 20% нашего населения не имеет российских паспортов. То есть из них часть пенсионеров, которые вообще не получают ничего, кроме этих нищенских пособий, на которые жить нельзя. Поэтому это, конечно, нарушение прав человека, право вообще на нормальное существование. Права ребенка, здесь много можно посмотреть. Я думаю, что это общая тема. Нет идеального государства. И у нас государство демократическое, достаточно свободное. Есть очень жестокие режимы, к счастью, к ним не относимся. Тем не менее, очень много нужно улучшать. И в частности, это, конечно, унижающее достоинство человека, правда, это нищенские пенсии. Кстати, не только пенсии, зарплаты, они просто унижают наше достоинство. Ведь на них честно прожить невозможно, семью содержать. Поэтому много работы еще. Это был раз Рамзан и Паугыш Пануга, депутат Хазлачавю зараз явил шоя парламента Джданнелла Кабри Ажлар Рзинква Абриагана Хела и Яшеска не бзил Константин и Паубри Убриагана Хехурхаза Сара. Это действительно большая тема. И депутат парламента должен однозначно реагировать на все процессы, если нарушаются законные права человека в государстве. А если в части зарплаты, пенсии, то есть депутат, что бы вы сделали бы? Может, у вас есть идея по этому поводу? Сейчас сразу сказать о идее я сейчас не смогу, конечно, но в любом случае депутат парламента обязан реагировать на эти нарушения. Если не выплачиваются, допустим, пенсии или пособия, зарплаты, то есть... Или лоббировать поднятие. Конечно, лоббировать это в первую очередь, потому что депутат обязан это будет делать. Спасибо. Пожалуйста, Роман. Вы знаете, на самом деле это, конечно, замечательный закон, он должен работать, но, к сожалению, я очень часто сталкиваюсь с такой ситуацией, что мы говорим, хороший закон или плохой. На самом деле, достаточно неплохо изучив наши законы, относительно предпринимательства в основном, это моя тема все-таки, я пришел к выводу, что в основном наши законы, они и не хорошие, и не плохие, они нормальные. Но для того, чтобы закон работал, должен быть механизм исполнения этого закона. К сожалению, этот механизм сегодня отсутствует. Но, наверное, чтобы законы исполнялись, мы должны начинать каждый с себя. Каждый из нас должен быть законопослушным гражданином и стараться
выполнять любые законы, которые наше государство... А какие законы не исполняются, чтобы жителям страны досталась достойная зарплата или же пенсия? Как вы думаете? Да, я вам расскажу. Но один из законов, который на сегодняшний день не исполнился, но вы, кстати, задавали вопрос Эрасту, что бы он сделал для того, чтобы жители Абхазии получали более высокую пенсию или зарплату. Я скажу, что уже сделано. Вот, допустим, вы знаете, что я представляю Ассоциацию предпринимателей Абхазии. Я вам скажу, что лично нами и, допустим, фирмой, которой я руковожу, было за годы работы выплачено налогов, равных по сумме ежемесячно 60 тысячам абхазских пенсий. Хорошо. То есть я считаю, что деньги, которые платят предприниматели в виде налогов, должны идти по прямому назначению на решение таких проблем, как зарплаты учителям, врачам, государственным служащим и в том числе на пенсии пенсионерам. Спасибо. Эрик, вы могли бы продолжить? Вот да, депутат как может контролировать вот то, что говорил Роман? Все-таки же деньги любят счет. Деньги любят счет, да. Права и свободы гражданина Республики Абхазия, в первую очередь, они закреплены в Конституции Республики Абхазия. Начнем с того, что я соглашусь с Бесланом Константиновичем относительно минимального размера оплаты труда, которая составляет 60 рублей на сегодняшний день. Продовольственная корзина сегодня около 5000 рублей, а при пенсии в 500 рублей мы понимаем, что до человека он просто не доедает, наверное, скажем так. Скажу, что это непосредственно и, конечно же, является нарушением прав в первую очередь. Но то, что касается законодательства в целом, я бы не только это относил и именно к финансовой составляющей, к экономической в целом. Допустим, сегодня права человека не соблюдаются и по разным критериям. То есть, если, да, об этом сказано было здесь. Да, да, по разным критериям. Если говорить, допустим, обо мне, о том, какие инициативы предложил бы я, наверное, в первую очередь это будет инициатива о законе о пищевой безопасности в целом. То есть для меня существует в этом интерес, так как сегодня мы все являемся обывателями, независимо от того, будет ли это депутат или простой гражданин, живущий на территории Республики Абхазия, мы не контролируем этот процесс в целом. Спасибо, Ерик. Спасибо, потому что вот еще кто-то из Харьковского старца. Еще да? два слова, если можно добавить. Яркяшный, все-таки у нас более остро, на мой взгляд, стоит вопрос защиты прав человека. Это не только экономические составляющие, но я больше бы говорил, на мой взгляд, и если да, так сложится, будучи депутатом, или озвучивать позицию в плане безопасности граждан, меня вот каждый день я вижу, что происходит. У нас вообще сложилась традиция вот, в соцсетях, в прессе оклеветать человека. Как-то никто за это, к сожалению, вот, не научился. И институт государства слабый в этом направлении, что люди не несут ответственность. Грубо говоря, если человек совершает какое-то преступление, и общество, к сожалению, общественный наш договор, который существует, он не наказывает его. И что происходит в дальнейшем? Потом люди сталкиваются с самосудом, нарушаются права граждан всех. И это вопрос, на мой взгляд, больше выходит за рамки экономического. Нас убрязоми, харабрия парламент, изхам, абриява
агонан дзеразнызанла парламентах из Цурцуя угонала. И разчурцу, и сейчас вот из банза щелка нас, а парламента рыбжи агарста хоп. Вот меня лично всегда беспокоит, что парламентарии какие-то вопросы не озвучивают. Просто я не знаю причины. Все, и табу пытал Эдуарда Ипа, хатырзку кандидатша, и шара абраха из боти, и тас хотта пыша змо, а уашеху пубряканпи. Хара ескинеги, а экономика отчиярей, хара хванала, хара и экономистшим, а коррупция отчиярей, коррупция экономика охотшует. Андкар цаанар курлут, аха, яра абре, яхахауит ажакум зар, аштрах падзом. Шбыш панагу, ехаться то и нас я парламент ялшой. Яла года. Беслан Константин и Пауэр Укшот из Банзер. Вот по поводу предыдущей темы, вот чтобы понятно было для людей, когда о минимальном размере речь шла, почему это считается нарушением закона. То есть любой человек, получающий зарплату, предприниматель, получающий доходы, уплачивая налог, оттуда, с дохода с его, вычитается тот минимальный размер оплаты труда месячный, который не облагается налогом. То есть, если исходить из той логики, что прожиточный минимум, я думаю, больше, чем 5 тысяч, он уже в районе 6. То есть, это, если человек получает, скажем, 8 тысяч заработную плату, то как минимум 6 тысяч, это вот тот необлагаемый налог, который как бы не должны с него снимать, удерживать, потому что это тот минимум, который обеспечит его нормальное проживание. Ну, на 6 тысяч только можно минералку купить. Минералку купить, это понятно, конечно. Я, насколько знаю, зарплата бюджетника моя, как руководителя непосредственного ведомства, составляла 8900 рублей. Все те люди, которые работали в моей структуре, имеется в виду по состоянию на тот момент, когда я там находился, зарплата исчислялась самая малая 1200 рублей. То есть, соответственно, здесь мы говорим немножечко о разном. Руководящий состав, конечно, имеет заработную плату 8 тысяч, да, 9 тысяч рублей, но основная категория людей, бюджетников, которые работают, у них и до продовольственной корзины, до этой ценовой политики не доходит просто. И табуб абриажа коррупция шаха и шейшижер хасшот абриагана шала шарашара аззара и бишхар зин шиму побрехала шашер стахуб ацухош папчату. Ехам зарис дрода абсолютно карача. Если бы это так просто было бы победить коррупцию, это во всем ну, мире хотя с этим борются. Конечно, вот как бы приняли закон антикоррупционный, да. Но, на мой взгляд, он совершенно недостаточен. Там должно быть ряд законов, которые могут этому еще способствовать. Ну, к примеру, скажем, антимонопольное законодательство. Это один из как бы законов, который может дополнить антикоррупционные дела. Без него не обойтись. Вообще, ну, на мой взгляд, это не только антимонопольный закон, и ряд мер. Закон надо, на мой взгляд, принимать, вот то, что сейчас уважаемый Эрик говорил, о заработном законе о государственной службе, о государственном служащем. Беслан Константинович и другие гости, вы когда-нибудь вообще наблюдали, чтобы у какого-нибудь государственного служащего спросил бы кто-нибудь, откуда, мой дорогой, ты разбогател? Разве государство не видит, что коррупция процветает в стране? Ну, и вот я что? К этому хотел прийти. Вы знаете, как бы такое предложение уже озвучивалось, что есть необходимость сегодня при всех тех сложностях, которые существуют в нашем обществе, связанные с учетом и так далее, но, на мой взгляд, хотя бы для начала надо приучить наше население к тому, чтобы все, начиная от президента, заканчивая последним гражданином, рядовым гражданином, я немного неправильно выразился, представляли декларацию о доходах и расходах. Это сегодня сделать очень просто.
Если мы возьмем образец российской декларации, конечно, очень будет нам это сложно, запутаемся, но, на мой взгляд, не должна быть первостепенная задача стоять вот сейчас всех задушить и реально выявить. Хотя бы приучить, уже не задушить. Да, хотя бы для начала приучить к тому, что человек, гражданин страны, будет иметь понимание того, что он должен отчитаться о своих доходах и желательно о своих Беслан расходах. Константинович, Игорь Турам, Тарацуни, Угетрхет, Ерик, Убиана Гор. Я просто вот скажу на собственном примере, да, мне поступила такого рода декларация доходов. Вот, а при ее заполнении я просто столкнулся с тем, что у меня была зарплата, опять-таки, я повторюсь, 8900 рублей в автотранспортное средство и практически больше ничего. Ну, по состоянию, допустим, если посмотреть на то, каким образом люди живут, есть определенное понимание, что на эту зарплату, допустим, да, выжить, конечно же, очень сложно. А приобрести автомобиль, да, автотранспортное средство тоже сложно. А говорить о том, что его в дар кто-то дал, да, ну, наверное, самое легкое дело. А здесь, конечно, борьба с коррупцией. У вас есть предложение какое-нибудь? Да, вот что вы, придя в парламент, допустим, по антикоррупционным делам могли бы предложить или настаивать на чем? Законодательство, наверное, поправки внести в любом случае, потому что законодательство наше сегодня оно составлено таким образом, что именно раскрывает в полном объеме непосредственно и заинтересованность тех структур и принятие их непосредственно нормативно-правовой документации, то есть на наличие коррупционной составляющей в целом. А только лишь это. Касаемо, допустим, коррупции, о которой мы говорим, да, это, что мы видим, наверное, сплошь и рядом, это мелкая, так называемая коррупция. Но, в принципе, у нас есть уголовный кодекс, который распространяется на именно это направление. С другой же стороны, здесь нужна и гражданская позиция в целом. Потому как, наша позиция. Конечно. Мы должны, граждане, да? Нет, простые люди, да, за я этим? объясню почему. Потому что сегодня мы видим наличие коррупционной составляющей, но мы, опять-таки, это как-то скрываем, мы нигде это не озвучиваем. Да, Вячеслав Андреев, Угышпанагу, вот мы из уст шада убря коррупции, я считаю. Мне кажется, тогда борьба с коррупцией будет эффективной, когда руководство захочет с ней справиться. Если такого желания нет, то какие бы законы ни принимали... То есть воля политического руководства. Руководство политического, не просто нас, да, простых граждан, даже депутатов, а политического руководства. У нас коррупция системная, сверху донизу, снизу доверху, абсолютно точно. Много лет этой коррупции? И она, да, эндемическая. Тем не менее, есть страны, которые с ней успешно справились. Скажем, Сингапур. Это была одна из самых коррумпированных стран в мире. Теперь ее просто не существует там. Когда можно мне закончить свою мысль? Вы много говорите, кстати. Я хочу немного тоже сказать пару слов. Вот. И она имеет очень много аспектов. Это и в образовании, и в здравоохранении, и вообще в строительстве, везде, куда пойдешь, везде коррупционные схемы. Не у всех, конечно, не все, и тем не менее это есть. Вот. И кроме того, скажем, вот, мы не говорим о том, что сколько национального богатства уходит в карманы мимо бюджета, мимо казны. Я считаю, что нужно принять некоторое чрезвычайное экономическое положение, объявить и провести достаточно жесткие операции на таможне с обеих сторон, черные дыры в порту. Вот, и, значит, вот наша Рица, да, знаменитая, наша почти пещера знаменитая, курорты, это все требует прозрачности и чтобы все деньги шли в бюджет. Тогда мы станем очень богатым государством. Последнее, что добавить. Мы заходим с вами в магазин, мы чеки получаем вообще, да? Нет, редко. Было подсчитано Министерством финансов несколько лет назад о том, что если будут введены кассовые аппараты, бюджет страны пополнится на 7 миллиардов рублей автоматически. Мы теряем гигантские деньги из-за того, что мы ничего не можем организовать. И табуб эраст Рамзан и Пай мачнат харчажу там таумуб араб хашер аладзом. Как выше уже действительно отмечал Беслан Константинович, у нас действительно принят закон о коррупции, о противодействии коррупции.
но фактически он не работает, он не исполняется. Это прямой вопрос национальной безопасности, потому что органы, которые должны следить за коррупционной составляющей, фактически мы все видим, что эти вопросы не решаются. А какие конкретно вообще, я думаю, вы в курсе, какие органы конкретно должны следить? Силовые органы, они должны, когда мы все видим о том, что явная здесь коррупционная составляющая, да, и человек может, там, я не знаю, украсть 10, 20, 30 миллионов, и об этом могут все знать, но по факту не предпринимаются никаких мер, ну, тогда это, в общем, сами понимаете, то есть вопрос в том, что здесь не работает просто система. Невозможно не согласиться. На мой взгляд, коррупция в Абхазии носит системный характер. У нас фактически, вот по моим подсчетам, я, будучи экономистом в университете, антимонопольным законодательством мы не спасем ситуацию. У нас фактически вторая экономика в тени. И это колоссальные потери для государства. За 23 года 500 рублей наша пенсия, я считаю, что это не только нарушение гражданских прав людей, это как минимум кощунственно. И говорить просто какие-то красивые слова в данной ситуации не исправить. Это комплексный подход с использованием стандартов ООН. Мы должны, есть способы, технические, технологические способы, надо вывести деньги из наличного обрасчета. Это много можно способов высказать, но ситуация, на мой взгляд, очень сложная. Если в развитых странах коррупция идет как экономическая погрешность, то в принципе определить товарооборот в Абхазии сегодня для какой-то научной статьи практически невозможно. Я вот сталкивался, особенно это касается сферы услуг. Наши трудовые договора, товарооборот с Россией, у нас, к сожалению, ситуация очень тяжелая. И надо смотреть не только на российский опыт, есть международные стандарты, их применять надо. Да также декларация о доходах и расходах. Мы не знаем, люди вроде декларируют одно, а расходуют гораздо больше. Так при реализации этой программы надо использовать еще и технические средства. И это все достаточно возможно и в законе прописать. Батал Эдуард Ипа, а бизнесмен Роман Сергей Падпшуп, вы о бизнес дуяла хуава ирдырует тему. Давайте раз мы коснулись вопроса коррупции, я считаю, что одним кнутом этот вопрос не решить. Тут нужна политика кнута и пряника. Понимаете, когда врач, который отдает столько сил для того, чтобы лечить пациентов, получает мизерную зарплату, от него сложно требовать, чтобы он не брал взятки. Что мы должны делать? Помимо врачей очень много. Мы знаем, где берут, как берут и так далее. Но сегодня требовать от людей, которые получают копейки, чтобы они пытались на них выжить, невозможно. Я считаю, что... От нас требует, я вас перебиваю, сидит там Валера Кураско, он требует, чтобы я провела эфир, чтобы я ходила на работу. По вам я вижу, что вы человек, который на энтузиазме очень много делает, это хорошо. И дай Бог, чтобы... Я вам скажу так, у меня тетя работает врачом, у меня сестра двоюродная работает врачом, и я вижу, что то, что они делают, они во многом делают не для того, чтобы заработать. Заработать там немного получается, но как говорится, из любви к искусству. И какие пути все-таки? Пути следующие. Мы должны, первое, платить достойные зарплаты, а второе, мы должны наказывать достаточно жестко. Если человек получает достойную зарплату, он не должен брать деньги. Но если он получает 20-30 тысяч зарплату, врач будет брать деньги, его нужно сажать в тюрьму. А если у него маленькая зарплата, ему можно брать деньги? Нет, конечно. Но дело в том, что мы же сами... государство об этом знает? Государство, наверное, об этом знает. Со мной? Конечно. Мы же, понимаете, мы же сами на самом деле на таком уровне эту коррупцию поддерживаем, потому что мы приходим к врачу, мы где-то понимаем, что у него маленькая зарплата. Я не говорю о чаевых. Да. Вообще, хорошо, что мы это воспринимаем как чаевые, как поддержка наших доблестных врачей, учителей и так далее. Но зарплата у них должна быть достойная. Когда человек будет работать... А у кого не должна быть зарплата достойная? У всех, кто отдается полностью своей работе, должна быть достойная зарплата. Человек должен работать на всю катушку.
и за это получать Здесь достойную еще зарплату. немаловажно, два слова Да-да-да. буквально добавлю. Просто мы говорим о учителях, о врачах, но есть люди, которые... Ну, учитель и врач, если честно, это очень важные И профессии. важные да. профессии, но мы забываем одну такую серьезную вещь. Есть система управления, где по иерархии люди должны нести ответственность, которые отвечают которые отвечают за ту систему, где работают учителя и врачи. Они должны нести более высокую ответственность. Вот мы почему-то об этом говорим. Я знаю педагогов, которые работают уже 25-30 лет, и они получают, и те деньги, которые им там в виде подарков дают, я в данной ситуации, что у нас происходит по факту, это кощунственно, на мой взгляд, говорить. Учителя... Нет, мы вообще сейчас о учителях не говорим, как... Сплошным энтузиазмом с 23 года один сплошной энтузиазм. Другое дело, что система управления, вот те управленцы, которые сидят на распределении наших доходов и, следовательно, расходов, они не несут ответственность. Вот с этой категорией лиц больше, на мой взгляд, надо бороться. Да, пожалуйста, коротко. Вот у нас в обществе так принято, мы все время говорим о том, что берут, да, а ответственность она ложится и на тех, и кто дает. Я, насколько понимаю, Ну, Вячеслав это так. Андреевич говорил о воле политической. Воля политическая, она, конечно же, необходима. Искоренить коррупцию невозможно, но минимизировать, по крайней мере, я думаю, Хатырского можно. кандидатша. А бежхаразик хазлашажу, а депутат гирдерует, а чинуаги загирдерует, оппозиция гирдерует, амчертине хорома и цахомаха и татша амадзам. Убреканте алхайца, маджидзека рбыка ханиқоп, уяқараги алхрапара ханейра, артахзам исхузгилывка, вот здесь что-то егица згудадзам дара. Шугой шпаного, а депутат, يشوكتو أو سيورت زغن زيجيزا قمتارجي أباسي بشيقو شريف دروي تخشارة يورت تشيق الزنسا أو سزغن خباف بشوك سيتون يرمحاز في قصنا نسي إنتيتو شتاوي أتزشاوي أبارا وسنتوس زدرومخا زيجيكو بزيجير درويت أبازيتي نقو يرحوت حخشارة أحخوت нас амчраченелок ирхаштует из хасхуава ахендкарреги а парламентки абаси пшихоз царапырза алам хаджгуна имтару пусами ихацатуй а депутат и шокнаго уси урцазуэн а депутат и статус а депутат изгу а законачи ипсахтуй шимдеруя шажера куйцо Вячеслав Андреев, Гуш Панагу. Я уже боюсь что-то говорить, пока молчать буду. Почему? Мне кажется, немножко рассказать о том, как вы поработали 5 лет. Потому что избиратель и депутат вообще забывают друг о друге. Так получается. Вот что изменить в этом законе? Вы не поняли вопрос? Я понял А вопрос. депутаты совершенно закона ами, а уси муазар фумс дмарил, что убытканов донамах. Действительно, я согласен, что о том, чтобы что это работа, ответственная работа, государственная работа. С утра до вечера она там находится. И те, кто это не делают, те, кто пропускает занятия, вернее, работу пропускают свою, естественно, это они не выполняют своих обязанностей. И здесь вопрос о том, что возможен ли отзыв депутата, да, скажем. Не только об отзыве, многие против отзыва. Ну, как ужесточить вообще вот этот закон, чтобы депутат просто так, допустим, я думаю, что здесь не игнорировал парламент? Да, но это вопрос не только для абхазского парламента. Я думаю, во многих парламентах мира проблема существует. Мы видим, как его наблюдаем за мировыми процессами, действительно. И тем не менее, что-то делать надо. Я считаю, что вот те, кто, может, скажете то, что вы сказали, что вы нашли, может, выглядит, что вы нашли, то, что требует. Если даете слово, скажу. Да. Ну, прежде всего, конечно, сегодня вот действующее законодательство, оно в этом законодательстве прописано, что если депутат парламента без уважительной причины на протяжении 2 месяцев не посещает работы комитетов, не посещает заседаний парламента, то парламент может принять решение о лишении механизм его. есть, Да, механизм есть. Но вы это применили по отношению к депутату, который уже с октября 12 октября не ходил на сессию?
Вы имеете в виду Да. Нодика Квицения? Да, наверное, а почему нет? Ну, человек находился под следствием, поэтому и к нему эти пока нормы не применяли. В конце концов... Нет, я не об этом говорю. Он же не ходил на работу после суда, в бегах же был. Вы как-то ставили этот вопрос? Должны были бы за ставить отсутствие. вопрос Почему не ходит депутат на работу? собственно говоря, я сейчас не отслеживал, сколько времени он не Ну, находился с октября на работе. месяца, с 12 Честно вам октября, это скажу. уже наизусть все знают. Вы что хотите вот... Ну, в отсутствие, конечно же, без уважительной причины на своем рабочем месте. Это можно даже посмотреть по практике. Сегодня спикер парламента Российской Федерации ужесточил меры относительно посещения депутатов. Я считаю, что это зависит, конечно же, от личности, индивидуальный подход, потому что человек идет непосредственно в народное собрание, от народа и для народа. Идет работать именно с народом. И я считаю, что здесь, наверное, все зависит все-таки от личности. Югаш Тазер, Ира Айфир Курч, Хара Бежа кандидат Шамавы, Харада, Азин Рему Памайра, Усами, Абригер Чагдерхо. Насари Шьяшу и Цоя Эфиру, Поха, Хараха Златшайшу, Сфера Чархала, Нас Уифера, Пыша Шимов, Аздари, Цирц, Вождыру, Зархалотаха, Абраги Айдзум. Депутат Шасьянаурхлаги, Ателу Урзасар Шамаха, Айра Гуахер Змаз Дари Маджвин. А пусть мам гера храчуп. Ай, мамоха Зигеков. Уара Искинеге Эйфир Хвайуит, Беслан Константин и Паха, Рхо Хыргут, а закон Янзам, Усами Абри Мачкир Готупаха Ишпа, Угишпана раз. Если он не ходит в парламент, не работает, то, естественно, если есть вот закон такой или норма такая, чтобы его отозвать, то ее надо в любом случае исполнять, потому что он идет работать. Вы за отзыв? Вы знаете, если депутат не приходит, не работает, значит, и не держит связь со своим народом, с округом, откуда он избирается, я думаю, что можно такую норму просмотреть для того, чтобы отозвать. Но это надо тоже просмотреть, потому что есть определенные тонкости. Если так произойдет, что начнут отзывать постоянно депутатов, которые избираются, то здесь может произойти, честно говоря, чехарда с этим моментом. Но какую-то норму нужно в любом случае внести, продумать для того, чтобы депутаты приходили на свои рабочие места, занимались законотворчеством и обращали, в конце концов, внимание свое на тех избирателей, которые предоставили возможность ему быть там. Элеонора, можно я, если можно? Вы знаете, сейчас мы таким образом плавно перейдем к вопросу необходимости императивного мандата. Ну, что касается сегодня вот императивного мандата, я как бы свое мнение хочу высказать. Ну, сегодня с учетом вообще разнополярности в нашем обществе, политических, так скажем, пристрастий наших людей, работа депутата в этом смысле должна быть в определенной степени защищена. Почему? Потому что высказывание по одной проблеме, скажем, депутата может устроить часть общества одну, другую часть не устроить. И это будет, как бы, так скажем, возможности давления на депутата в этом смысле. Поэтому я отвергаю возможность, как бы, ведения императивного мандата с этой точки зрения. Что касается уже того варианта, когда избранный депутат, ненадлежащим образом исполняющий свои служебные, свои обязанности депутатские, я думаю, что назрела необходимость вообще создания в парламенте комитета по этике, который должен, наверное... Это как вариант депутатской этики, Кстати, это законом о статусе депутата прописано, что такой, как бы, комитет возможен, что он может существовать. Какую он возможность даст? Как комитет, который будет как раз таки отслеживать и не только как бы пришел депутат на работу, работает, не работает, но еще и в высказываниях какая-то должна быть этика, в поведении должна быть этика, посещаемость сессий. Сессия это вот как бы, как правильно это
чтобы люди поняли. То есть вот Да. в результате месяца в комитетах проводятся какие-то работы, обсуждаются, разрабатываются какие-то вопросы, предложения, и они потом выносятся на сессию, где депутаты должны свое отношение к этому вопросу продемонстрировать. И если человек в момент, когда это такая необходимость существует, на сессии не является по неуважительной причине. Да. Ну, всякое может быть, человек может заболеть и так далее, и так далее. Если по неуважительной причине, он тогда, я думаю, к этому депутату Хорошо, вот Роман Сергеевич, пожалуйста. Ну, я обратил внимание недавно в соцсетях, такая инициативная группа появилась, которая высказала, ну, такое предложение, парламенту обращение было, предложили ограничить полномочия депутатов определенные. На самом деле, очень, и там 12 пунктов, насколько я помню, из 12 пунктов я практически со всеми согласен. Я считаю, что человек, который идет в парламент, он должен идти для того, чтобы писать законы, работать на благо народа. Там прописано, что у него должен быть регламентирован рабочий день, сокращен отпуск, он должен не пользоваться служебным автомобилем, бензин и так далее. Я по этим всем пунктам согласен. Я считаю, что человек, который туда идет, он должен пахать на благо народа. Максимально жесткие условия, да? Я считаю, что это... работал, да? Да, я считаю, что вообще это... лишите его всех. Я объясню. Зарплаты лишите его, правда? Я высказываю свое мнение. Это мое мнение, и я... Так тогда никто не будет баллотироваться. Ну, что делать? Ведь мы же образец демократии берем Древнюю Грецию и Рим, а там это была почетная обязанность работать в Сенате, служить в Сенате, и за это не платили деньги. Так вот, я считаю, что если в Абхазии полномочия депутатов будут урезаны, если все эти рамки будут настолько жесткие, то должно оставаться как минимум, и тогда это для человека становится основной работой. То есть у него минимум полномочий, он пишет законы, и он, работа в парламенте является основной работой, за которую он должен получать зарплату и должен получать пенсию. И неприкосновенность у него должна быть. Но неприкосновенность у него должна... А чего вы его хотите... Я вам объясню, я вам все объясню. Сейчас. Неприкосновенность у него должна быть не от уголовных преступлений, а депутат – человек, который должен выражать свободно мнение своего народа, своих избирателей. Власть не должна иметь возможность давить на депутата. Да я что-то не вижу, чтобы прямо депутаты так вот выступали бы против власти, и их бы надо было бы защитить. Как раз-таки нам кажется, что они свою силу не применяют, нет? Вот это как раз-таки и минус, то, что не применяют. Но депутат должен... Парламент должен балансом быть для... Это теоретически. Да, теоретически. Беслан Андрей Покругар, начало. Можно, если минутку я договорю, да? Я понимаю, что, наверное, отзыв депутата в ближайшее время, отзыв депутата невозможен, императивного мандата не будет, но я вот для себя, когда мы приняли решение ассоциации, что я буду баллотироваться, я сказал своим ребятам сразу, я, если туда попадаю, и понимаю, что в течение года я не справляюсь, не могу сделать то, для чего я туда иду. Или если люди, которые доверили мне это, такую обязанность представить их интересы в округе, я в течение года приму решение. Если я понимаю, что я не справляюсь, я сам уйду. Вот и все. Роман Сергеевич, все, что вы здесь произносите, и другие, это все архив. Замечательно. Да. Это очень хорошо. Батал Эдуард Ипай, Батшагер Стахуп, Жак Нацистер Стахуп. Все-таки мы строим правовое демократическое государство, и у нас в Конституции прописано разделение ветвей власти. И этот принцип, вот императивный мандат, никак не входит в нашу систему государственного устройства. Это один момент. Что касается вот последней информации в средствах массовой информации, на мой взгляд, он носит какой-то спекулятивный характер. Почему-то, некий популизм. Потому что такие вопросы всплывают именно, когда у нас вообще последнее время, мы все прекрасно знаем, политическая нестабильность, напряжение в обществе. И, к сожалению, группы лиц непонятно на каком основании, имеют ли они право настолько будоражить общество. Они разве нарушали Конституцию? Я не могу давать такого рода... Письмо? Нет, я не об этом говорю, что все-таки
видно, что, на мой взгляд, опять-таки, что это носит спекулятивный характер, потому что ни система, ни последовательность действий касаемо депутатских полномочий я не наблюдал в течение 5 лет. Вдруг неожиданно в преддверии выборов этот вопрос начинает муссировать общество. Для чего? Задаюсь простым вопросом. Для меня, например, защита прав граждан и людей, которые защищают их права в дальнейшем в парламенте, несут большую ответственность, они должны быть защищены. И зарплата, и пенсия. Другое дело, что у нас нет системы отвода, отзыва, да, я прошу прощения, системы отзыва. Вот более детально разработать систему отзыва депутата. При каких условиях? При каких условиях, какие пункты он, этические вопросы Подумать надо. он нарушает, или это... Агума, Эраст. Угуиш пану, габри башей цирцем обрез Сара. Я уже ответил на ваш вопрос, но Еще я раз. хочу дополнить, что Да. в любом случае должны быть рычаги какие-то на депутата, который не ходит и не посещает сессии. Да, а касаемо императивного мандата, здесь надо, конечно же, подумать, потому что это очень серьезный вопрос, и на скорую руку его решать это будет неправильно, потому что здесь есть тонкости. Ну, можно Да. еще тогда я скажу, если Пожалуйста. можно? Ну, вы знаете, любое Потом решение, Эрик. любое решение, которое предлагается, надо всегда понимать, что оно может иметь 2 варианта окончания. Позитивное может быть и негативное может быть. Поэтому вообще история парламентаризма уходит вглубь веков, и все вот эти институты, которые разработаны, это не инновации нашего абхазского парламента, нашего общества, они эволюционировали, в результате эволюции вот эти все институты появились. И если мы говорим вообще о государстве, правильно здесь Батал отметил, и принцип устройства государства, соотношение ветвей власти друг к другу, независимость прежде всего, то вот эти 2 института, как неприкосновенность, она подразумевается в виду здесь политическая неприкосновенность. К сожалению, сегодня наши люди начинают рассматривать политическую неприкосновенность на один уровень, ставят со вседозволенностью. Но это не совсем так. В законе четко прописано, что если депутат нарушает закон, и в момент нарушения закона, то есть на него ни неприкосновенность не действует, ничего, его в этот момент задержат и, соответственно, приведут туда, куда надо. Если он совершил его в этот момент, не задержали, то тогда есть механизмы снятия с него неприкосновенности, которые позволяют в отношении него проводить следственные мероприятия. Что готовила? Я хотел бы сказать о том, что все-таки депутата Народного собрания парламента выбирает народ, и, соответственно, касаемо отзыва, наверное, и также надо будет и предоставить право именно народу решать эти вещи. А дальше все-таки еще хотелось бы сказать, что относительно того письма, которое было направлено, можно сказать, что там есть некоторые пункты, которые, в принципе, должны, по-моему, устраивать каждого. То есть наличие каких-либо благ. То есть я сейчас говорю непосредственно о том, что в какой-то период, по аналогии, если брать, даже Российская Федерация, имеется в виду, с определенных автотранспортных средств люди определенной стоимости пересели на более бюджетный транспорт. То есть, соответственно, даже в этом, по крайней мере, можно, я думаю, что согласиться. А несколько урезать, наверное, некие блага народного избранника. Все-таки он должен быть близок к народу, в первую очередь. И блага там, слушай, 12 тысяч зарплаты. Я не об этом говорю. Я депутат парламента, я благ не вижу, честно вам скажу. На мой взгляд, можно сегодня автотранспорт, я по 3 крайней года мере... тоже походил, и ничего со мной не случилось. И потом мне я пешком передали ходил, по ничего наследству страшного. машину. Здесь Я все-таки не о благах, наверное. Его пора Мазар Мацарабдзам и Шокнаго, Аузи, Мазар, уже Алхрат компания
мҩаԥысуеит, азин сымаӡам сара ахьӡқәа ажәлақәа ирҳәара, ажәлар рҿы ҿызымҭуа адепутатцәа ҳәа ахьӡ ҷыдақәа змоу ыҟоуп, ателехәаԥшрахьы иаауԥхьар иааиӡом, азакәан иалацәажәаӡом, зегьы ирдыруеит. Убарҭ алысхада, ҳауӡами алысхыз? Убарҭ реиԥш иҟоу аналашәалак механизмк ыҟазароуп. Ҳара иҳҟараӡами алысхуа, ҳаргьы ҳарам. По крайней мере, во второй раз не переизбирать. Ведь дыма без огня не бывает, правильно? мы Почему общество это обсуждает? Почему люди без опыта, иногда без каких-то определенных знаний идут, допустим, в парламент? Вот люди удивляются иногда. Хороший вопрос, правильно? Вот приходят, вы их спрашиваете про один предмет, они вот уходят от темы, потому что... Да. Ну, Элеонора, опять это виноваты, на мой взгляд, мы сами. Те, кто избираемый, я тоже избиратель, помимо того, что я баллотируюсь и являюсь депутатом, я тоже избиратель. И сегодня я в округе стараюсь, исходя из тех кандидатур, которые сегодня представили свои программы, наилучшего отобрать и за него проголосовать. Я вас уверяю, я буду исходить не из принципа родственных связей, не из принципа политических их пристрастий, а из принципа того, что этот человек пользу принесет парламент или нет, исходя из Спасибо большое. Хочу еще один вопрос обсудить. Кажется, есть время. Вопрос паспортизации. Нашумевший вопрос, знаете. Был здесь были кандидаты от Галского района, они свою позицию высказывали. У вас какая позиция? Как быть? Да, конечно. Ведь некоторые говорят, что вот мы нарушили права, то есть наше государство, права жителей Галского района. Одновременно они являются гражданами Грузии, многие из них, они не скрывают. Некоторые считают, что это губительно повлияет на нашу страну. Во-первых, у нас есть закон о гражданстве. Мы как должны жить? Элеонора, вот вы знаете, это, наверное, больше вопрос будет ко мне, нежели... Нет, ко всем. Они же тоже идут. Как да, депутат, ваша позиция нам... Тогда как депутат я начну с того, что вообще деятельность парламента вот этого созыва, она была настолько открытой, настолько прозрачной, что мы даже не скрывали те недостатки, которые у нас есть, те достоинства, которые есть. И в этом вопросе, это в 2013 году была создана парламентская комиссия, которая провела соответствующую работу, на основании работы которой мы дали и соответствующую оценку. В том числе и я был в парламенте, и я свое отношение продемонстрировал тогда. То есть тогда было, я не хочу сейчас громкие слова употреблять, но было, так скажем, нарушение закона о гражданстве, в соответствии с которым человек, обладающий гражданством другого государства, не может быть гражданином Абхазии, за исключением гражданства России. По нашему закону, да. По нашему закону, да. Получилось так, что выдавали, извините меня, тогда паспорта, хотели решить одну задачу, выдать паспорта, но тем самым, сами того не понимая, они выдавали фактически гражданство. Беслан Константинович мне подсказывает, что мне нужно передать слово, пожалуйста, уже другому кандидату. Ираст, вашу позицию. Позиция у меня по этому вопросу однозначная. Если граждане Абхазии, проживающие на территории Гальского района, если они хотят жить вместе здесь с нами, то, естественно, они должны иметь гражданство Абхазии, отказавшись от гражданства Грузии. Потому что у нас нет мирного договора с Грузией, мы фактически находимся в военном состоянии до сих пор. Поэтому я считаю, что двойное гражданство, граждане, то есть жители Гальского района не должны иметь, то есть гражданство Грузии и Абхазии. Спасибо. Пожалуйста. Я бы хотел о чем сказать. Конечно, у нас в законодательстве не прописано двойное гражданство, тем более с вражеским государством. Это первое. А во-вторых, здесь хочется подчеркнуть о том, что
просто отказаться от гражданства Грузии, я думаю, у этих граждан не совсем получится. То есть, соответственно, если даже будут поданы заявления, кому они будут поданы, это в первую очередь. Думаю, что от грузинского гражданства, конечно, отказаться не получится в том аспекте, в том, что само, наверное, правительство Грузии им этого сделать не позволит. Здесь вопрос, конечно, очень сложный. Нам, наверное, нужно говорить о том, что мы должны смотреть все-таки на тех людей, которые подходят уже к определенному возрасту 18 лет. У нас, по-моему, 16 получают гражданство в Республике Абхазия. Соответственно, этим гражданам мы... У нас с рождения получают граждане. Нет, не гражданство, я имею в виду, речь если о паспортах, именно с 14 лет. С 14 лет именно о паспортах. Нужно, наверное, с этой категории людей начинать. То, что касается категории граждан, которые сегодня не имеют, были отозваны паспорта, то здесь, конечно, вопрос это не одного дня, наверное. Его нужно очень тщательно проработать. Да. Соответственно, я знаю, были высказывания относительно того, чтобы выдать и вид на жительство. Закон соответствующий принят, только почему-то это никак пока не заработает. А разве нет стран, где живут неграждане? Такие страны, я думаю, что есть. И Роман живут, Сергеевич, и что думает по этому поводу? Я думаю так. Я скажу очень коротко, тут можно много рассуждать на эту тему. Но основа такая, на мой взгляд, я в этом четко убежден. Гражданин Грузии не может быть гражданином Абхазии. Абхазское гражданство он иметь не может. Это основа всего. Я полностью согласен с Романом. Еще добавлю просто, моя позиция тоже четкая, что гражданин Грузии не должен никаких возможностей иметь, получить абхазское гражданство. Это один вопрос. Но у меня возникает ряд встречных вопросов. Почему за вот эти события никто не понес ответственность? Это один вопрос. Хороший Второй вопрос. Мне? Нет, я как бы рассуждая об этом, я сам порой себе, обсуждая это в обществе, задаю этот вопрос. Второй момент, что все-таки механизм отзыва, опять-таки, как любые другие законодательства, на мой взгляд, нарушаются. Вот мы строим суверенное правовое демократическое государство. На мой взгляд, только суд, либо верховный, либо конституционный, имеет право лишить гражданина гражданства. И вдобавок еще именно в судебном порядке люди должны нести ответственность. Другое дело, что мы привыкли это немного популяризировать, заставлять почему-то решать эту проблему общества. Почему соответствующие структуры, допустим, судебная власть, этот вопрос до нее так и не дошел. У меня вот такая активная гражданская позиция по этому вопросу, меня всегда вот это интересовало. А дело в суде. Ну, не только в суде, это же до суда дело должно дойти. Есть следственные органы, мы прекрасно знаем. Есть парламентская комиссия, которая вынесла свой вердикт. И я, насколько знаю, это не только вчера вопрос был, это многие годы. Кстати, и не только в Галском районе у нас, кстати, много подобных вопросов, которые касаются национальной безопасности. Вот так вот они как... заговариваются, вроде решается вопрос. А почему заговаривают? Ведь комиссия тогда все-таки вынесла, как вы сказали, свое решение. Вердикт был, вот представитель парламента, он участвовал в этой комиссии. Комиссии... Нет, комиссия... я могу ошибаться по составу комиссии, но там... это все было в прямом эфире. Вячеслав Андреевич, Брязар Нугьяногой, Яхео Жран, Забряжлари Дерхот, Ачконишехасипши, Закуантем Чила, Аквап Ргыладзами. Проблема паспортизации в Гальском районе – это часть общей проблемы Гальского района. Это особый район. Он связан напрямую с государственной безопасностью, вообще безопасностью страны. Он находится на границе с враждебным государством.
и там проживает большое количество граждан этого государства, которые являются одновременно жителями этого района, они там родились. Вот такая парадоксальная ситуация. И здесь нужны особые подходы, здесь нужно много работать. У нас такой работы не проводилось, к сожалению, ни аналитическая, ни вот научная работа. Кто эти люди, какие у них стремления, какая у них лояльность, кому они себя причисляют, к абхазам, к мигрелам, к грузинам. Мы ничего не знаем, очень мало знаем. И поэтому, мне кажется, вопрос требует особого внимания. Нужно обязательно иметь какой-то орган отдельный, который бы этим вопросом занимался на постоянной основе. Что касается уже проблемы паспортизации, вы знаете, что после войны этот район опустел, потом были усилия привести часть людей, поскольку это было связано с этим границей вот, по ПСОУ, было такое условие поставлено. Я считаю, что запустили процесс, то есть пустили все, кто хотел, на самотек пустили. И теперь получаем большое население, которое надо что-то делать. Да? И там и неоднозначная была ситуация, только террористы оттуда она сюда была вваливались. очень опасная, очень опасная ситуация, только недавно прекратилась. И теперь нужно обязательно там работать. Там нет абхазского телевидения даже вообще. Там мы должны ввести этот район в абхазское пространство политическое, информационное и так далее. Потом необходимо сделать интернат с абхазским языком. Многие там бывшие абхазцы, Кезбая, Лакирбай, хотят детей построить абхазские школы, чтобы они абхазский язык изучили. Если говорить о паспортах, действительно было правильно сказано, они не могут его лишиться грузинского гражданства. Если они обратятся в грузинские органы каким-то образом, в Зугдиде, там, в Кутаиси или в Тбилиси, поскольку Грузия считает их гражданами Грузии, если бы они обратились за гражданством России, это другое дело, другое государство. Но если они считаются, что живут в Абхазии, а это часть Грузии, с точки зрения Грузии, им просто никто не лишит гражданства, понимаете? То есть они не могут это сделать физически. То есть что нужно сделать? Сейчас, на первое время, пока страсти, чтобы улеглись, дать им вид на жительство, тем, кто имеет Грузию. А те, кто не имеет вообще гражданства, дать им абхазские паспорта, их не так много их. Поэтому, об этом, кстати, президент недавно, говорил о том, что давать паспорта тем, кто не имеет никакого гражданства вообще. Насабри апсуа галин хо рзинка ларгут хабри дунеет убыс знизна харахана хсажу. Это особый район, связанный с безопасностью, он пограничный район. Там должны действовать особенные условия, особенный режим. Беслан Константинович Карухарутых я правильно, очень правильно подмечено. Я думаю, что в отношении этого района, к сожалению, начиная с момента окончания войны у нас до сегодняшнего дня концептуального понимания, видения, что мы там хотим иметь и что мы хотим в итоге получить, у нас нет. И поэтому все наши попытки там они получаются такие несистемные, и не дают позитивного результата. Я почему взял слово, вот здесь мой младший коллега стоит, я не могу не обратить внимания, и хочу тоже для него, чтобы он может по-другому пересмотреть свои отношения, когда говорит о том, что мы находимся в состоянии войны. Дело в том, что мы войну в 1993 году завершили. И сегодня в соответствии с нашим законом 30 сентября является... Мы независимое государство. Нас тем более признала Российская Федерация, первая, после них еще 5 государств нас признали. В этом смысле сегодня наш статус определен. И вот эти наши высказывания о том, что мы находимся в состоянии войны, на мой взгляд, с моей точки зрения, с точки зрения имиджа Абхазии, скажем, для привлечения тех же инвесторов, оно немножко будет негативно влиять. Но с другой стороны, Грузия, по-моему, вид на Абхазию естественно. Да. Но это уже, вы понимаете, это уже другая история. Если они начнут что-то делать, они уже нападают на другое государство. И оценка другая. Да, я единственное одно подчеркнул о том, что у нас не подписан мирный договор с Грузией. Вот один момент. Да, это вот единственный момент. واحد زرق راسي штырштахум батал хайба кругома или? Нет, я просто начал, я хотел бы тоже могу вступить. Два слова просто добавлю. У нас, во-первых, еще я как вижу, что происходит, у нас с границей фактически вопрос не закрыт Ахакдзам. Там надо все-таки вот этот вопрос
постоянно слышу, что... Ой, хуя дыркит. Вот, буквально сейчас. Хотя это постоянный вопрос такой, почему-то это тоже какой-то носит спекулятивный характер. Мы не можем, вроде бы договорились, подписали договора, соответствующие соглашения, но опять-таки, то ли это экономический вопрос, это тяжело построить какие-то заградительные барьеры, но... Мы все-таки должны защищаться. Ну, там какие-то технические средства наверняка есть. Не обязательно только стену строить. Но все-таки у нас с этим, я думаю, есть проблемы. Так, хамта абриагана хелан царея чуп Ерик Крухару. Сделать, да, мы просто вот на самом деле за то, что говорили, мы на самом деле не определились, что нам делать именно там, с этими людьми, проживающими в Гальском районе, так как практически большинство из них сегодня получает пенсии и социальные блага с территории Республики Грузия. То есть, соответственно, закрыть границы не представляется возможным. Наверное, для людей пришлось бы нам условия. Но мы же государство. Мы же не можем. Мы живем как-то. Я скажу одну такую вещь, что каждый день около 300 сотрудников Ингургеса переходят через границу и делают так, работают для того, чтобы, наверное, мы, в частности, получали электроэнергию. То есть этот вопрос, он на самом деле сложный. Экспертное сообщество, наверное, должно быть, и по этому поводу мы должны принимать решения. Так оставлять людей мы, конечно же, не можем. В таком положении. А в каком? Ну, в положении том, что они все-таки не определены у нас сегодня, с учетом того, что мы толком еще не проработали ту систему вида на жительство, которую мы должны, в принципе, это еще стадия обсуждения. Они как раз подходят под эту категорию. Но это все равно стадия обсуждения. У нас должна быть государственная доктрина национальной безопасности, куда входит экономика, гражданство, защита границ. У нас такой доктрины просто нет, если говорить коротко. Хатырскую кандидатша ишсыцархуала абриам тахадай хамаз нцит уже шарейш сынхойт дача минут ишылшот алхойт шарейш ханархана шубьетаху ажеш харц. Эрикула халагойт? Ну, минут сека заставка пошла. Сейчас, подожди. Ахпапиохта, Эрик, Урула Халагойт, минутку моб. Уважаемые телезрители, 12 марта нам всем предстоит сделать правильный выбор. От этого зависит будущее нашего государства. Для повышения доверия к Институту Народного собрания парламента Республики Абхазия и к самим депутатам, считаю, что одной из важнейших законодательных инициатив должна стать присяга депутата, данная своим избирателям. Спасибо за внимание. Табуб. Роман Сергеева. Уважаемые избиратели, я хочу сказать об одном. К сожалению, зачастую выборы у нас проходят по следующему принципу. Мы голосуем по чьей-то просьбе за соседей, за друзей, за родственников. А в итоге мы получаем ситуацию, когда после выборов мы говорим, у нас плохой депутат, у нас плохой президент, у нас что-то не так. Давайте мы поступим следующим образом. Мы будем выбирать людей по сердцу и по душе. И будем нести каждый ответственность за свой выбор сами. Если мы будем голосовать по принципу «кто-то попросил», значит мы будем делить ответственность за свой выбор вместе с ним. Давайте каждый ответственность свою будет на себе нести. Итак, давайте голосовать душой и сердцем. Батал Эдуардовна. Я еще раз хочу поблагодарить за сегодняшний эфир и попросить телезрителей, вне зависимости от их взглядов, прийти на выборы и выполнить свой гражданский долг. Это основная моя просьба для укрепления нашего государства, вне зависимости, кто
кому как относится. И все-таки мне хотелось бы в перспективе, чтобы наше общество делило людей не на своих и чужих, а на профессионалов и дилетантов. Всем спасибо. И Табуб Вячеслав Андрейпа. Что ж, хочу сказать, что нашему народу, нашим избирателям раз в 5 лет вот в их руках находится в какой-то степени судьба страны. И как они выберут президента, как они выберут парламент, я думаю, и их жизнь тоже будет от этого зависеть. Поэтому я также призываю, как и мои коллеги, к ответственному подходу. То есть голосовать не исходя из каких-то неважных соображений различных, а вот именно с точки зрения профессионализма, ответственности, серьезности депутата, кандидата в депутаты, и от того, насколько он может полезен быть стране, и в частности вот на этом этапе на 5 лет. Так что желаю, чтобы была хорошая явка, и голосуйте не только сердцем и душой, но и разумом. Спасибо. И Табуб Беслан Константин Ипа. Вы знаете, на мой взгляд, в 2017 году вообще выборы в парламент — это, наверное, самое такое знаковое событие, за которым, на мой взгляд, будут следить не только наши друзья, и наши недруги в том числе. И учитывая, что мы в любом случае с повестки дня не снимали вопрос дальнейшего признания нашей независимости, нашего государства, на мой взгляд, будет очень важно. Я уверен в том, что наш народ, понимая ту ответственность, которая на него возложена, и в день выборов продемонстрирует отношение свое позитивное, и в конечном итоге выберет тот парламент, который, возможно, продвинет в последующие 5 лет страну на другой, более позитивный уровень. И тем самым, я думаю, мы вообще доказывать свою состоятельность должны каждый день, делами. И в том числе и демонстрация этого избрания парламента тоже будет очередным шагом. И Табуб Идудзана, Эраст Рамзан Ипа. Дорогие избиратели, я тоже хочу попросить вас 12 числа прийти на избирательные участки и проголосовать своей совестью, сердцем и умом. Спасибо. Хатырызко кандидатша Табуб Хошахпот Шахаиз. Иҟалалоит зны-зынла аефираҿ иахәаԥшуа алахаҩцәа абри алагьы алхра ныҟарҵо ыҟоуп. Сгәы иаанагоит уаха шәара шәахьынхо иара Аԥсны зегьы ишәыхәаԥшуаз дара рхазыҳәан алхра ҟарҵаз џьаҳшьоит, ақәҷарақәа шәзеиӷаҳшьоит март жәаҩа рзыҳәан. Иҭабуп даҽазныкгьы шәахьааиз ажурналистцәа бзиа ирбот, акандидатцәагьы, иара адепутатцәагьы мап анырымкуа. Иҭабуп ҳәа шәасҳәоит даҽазныкгьы. Ҳаҭыр зқәу ателехәаԥшцәа, шәара шәахәаԥшуан аԥшьбатәи, Аҟәатәи алхарҭа ҭыԥхада аҟынтәи депутатрахь акандидатцәа злахәыз ишиашо ицо адырраҭара. Иҭабуп идуӡӡаны шәахьҳахәаԥшуаз абзиараз.